Кадры, предположительно записанные в городе Кашгар в Восточном Туркестане, оставили свой след в повестке дня. На кадрах показано, что в мечети, превращенной в туристическую достопримечательность, китайцы развлекались в нетрезвом виде. Многовековые мечети в оккупированном Китаем Восточном Туркестане продолжают разрушаться Коммунистической партией Китая. Некоторые мечети, известные своей архитектурой и размерами, превращаются в туристические достопримечательности. Как сообщает Fox News, технологическая фирма Ultra разработала инструмент искусственного интеллекта, который, по словам аналитиков, с помощью Temu, платформы цифрового рынка, помогает идентифицировать товары из Китая, которые были созданы с использованием принудительного труда, предположительно уйгурского населения. Рам Бенцион, основатель и генеральный директор Ultra, сказал: «Мы смотрим на Temu с точки зрения уйгурского закона о предотвращении принудительного труда. Сколько существует вещей, которые мы не хотим видеть в стране, верно? Я уверен, что рынок может очиститься от незаконных товаров с помощью этой платформы, поэтому пришло время потребовать от рынка подотчетности», — сказал он. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что США должны работать с Китаем, чтобы постепенно вывести двусторонние отношения на путь стабильного роста. В выступлении, связанном с заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена о предстоящем визите в Китай, Ван подчеркнул, что обе стороны должны уважать друг друга, стремиться к миру и взаимовыгодному сотрудничеству, а также искать правильный способ ладить друг с другом. Президент России Владимир Путин встретился с делегацией африканских стран по мирной инициативе, созданной для прекращения российско-украинской войны. Делегация, которая вчера встретилась в столице Украины Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, продолжила встречу в Санкт-Петербурге. Встреча с Путиным прошла в Константиновском дворце. В состав делегации входили действующий президент Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани, а также президент Южной Африки Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Замбии Хакаинда Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также представители президентов Конго и Уганды. Посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде откроются после Курбан-Байрама. Эта тема обсуждалась на двусторонней встрече министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Ферхана, посетившего столицу Ирана Тегеран с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдул-Лихияном. Последний визит в Иран из Саудовской Аравии на уровне министра иностранных дел состоялся около 17 лет назад. Китая Национальное управление ядерной безопасности выдало Шанхайскому институту прикладной физики разрешение на эксплуатацию первого в стране ториевого реактора.